Одним прекрасным субботним утром мы собрались, чтобы квадробатальоном отпраздновать день рождения Ромы. Собрались мы в Мархе и далее выдвинулись в Кангаласы, чтобы успеть на 9-часовой утренний паром. Но приключения начались сразу с переправы. Дело в том, что мы опоздали на паром. На самом деле мы приехали вовремя, просто сам паром ушел раньше, чем должен был. Это он уехал или подъезжает? Проведя на берегу около 3 часов, мы дождались 12-часового парома. Рома, поздравляю тебя с днем рождения, желаю всего прекрасного, удачи в жизни, здоровья крепкого, самое главное. Чтобы было все хорошо, чтобы все получалось, чтобы все сбывалось, бизнес у тебя, чтобы процветал, чтобы все было хорошо. Семья крепкая, здоровье, самое главное. С днем рождения. Товарищи, Роман, с днем рождения вас! Так, короче, у Игорюхи, короче, китайский ремень, да? Или как он называется? Г***ный, а не ремень. Дешевый. Не очень хороший ремень, порвался. А сколько стоил? 5700. Нифига, недорогой. Ну, оригинальный 14 рублей. Ну. Сейчас поставим BRP-шный. Оригинальный. Не ремень, а ниточка осталась, да? Ходит вроде, да? Короче, на Сев Мото Z8 не подошел. Нет. От БРП ремень. Сейчас пробуем ставить от Гризлика. Да надо вот натягивать и все. Игорёха, он в обратку не идет. Огонь будет, полетит у тебя пуля. Я туда с Гризлика ремень оригинальный возьму, если будет летать нормально. Остатки летают. Куски вылетают, все равно остатки. Давай, прогазовывай нахуй. Давай еще! Больше газу дай. Игорь, а что вы скажете про вот этот замечательный ремень для... Вот так, смотрите, это же текстиль, это натуральный шелк. Это килар. А какой он прочный? Это очень прочный. Еле оторвали. Его уже порвать невозможно. Эталон качества и красоты. Игорь, он такой же и был, да, когда ты его покупал? Осталось вот это склеить. Да, и можно Вот с этим. аппликация. Сносу не будет. Сносу не будет. Не, вы так сейчас говорим, сейчас как этот ямаховский ремень тоже разорвет так же. Ты-ты-тьфу. Ну главное доехать. Газовать будешь? Дело посмотрим. Ну как, ремень? Вообще огонь. Огонь, да? Вообще просто огонь. Значит, как раз, да? Футбол. Все,
Так, короче, видимо, вылез вот этот болтик. Гайка. И все понеслось, да? Болтами-то как у нас? Давай. Вырвала шаровую. И, соответственно, загнула рулевую. Опа! Что понадобится? Токарный станок еще был. О, все, замечательно. Как новый. Все, закручивайте обратно. Гризли в Форде ремонтируется. Все, шарик зашел, да? Я чтоб больше мотаю. Да все, ясно. Через что-нибудь. Через что-нибудь. уже. Все. Так, короче, у нас ни один болт мы в поле не нашли. Потерянный тоже не нашли. Решили с верхней шаровой вниз закрепить гайку. Сделать небольшой ремонт в полевых условиях, скрепив стяжкой 2 рычага, мы двинулись дальше и вскоре натолкнулись на дом, в котором нам очень любезно помогли и нашли необходимую гайку. Пока мы делали квадроцикл, ребята запечатлели местную достопримечательность. Это автомобиль Mitsubishi Pajero, на котором резвились козлы. Затем эта фотография разлетелась по соцсетям, и вот на одном из аккаунтов новости Якутска даже набрала около 900 лайков. Мы продолжили свой путь на базу отдыха, уже стемнело, было огромное количество пыли, пыль была везде, погода была замечательная, и ближе к 11 вечера мы добрались до пункта назначения. Побывать на реке Лена и не порыбачить — это все равно, что не побывать на реке Лена. На следующий день я даже покидал спиннинг. К сожалению, ничего не поймал, но самое главное в этом деле — это сам процесс рыбалки. Обратный путь у нас пролегал немного по другому маршруту, и мы вновь торопились на паром, который очень ограничивал нас во времени. У кого? О, гризликовский ремень. Ну ладно. Да. Стой. Че, Игореха? Гризли ремень, все. Сломал. На один день, короче. Дорогое удовольствие. Я на том же месте. Да? Да. Буквально сколько там? 20 метров, да? 20 метров. А? О. Я говорю, 20 метров от того места. Так, короче, кажется, можно сделать так. Так как это был вечер воскресенья, то на паром также была достаточно большая очередь.
На ближайший паром мы не успели и остались ждать следующий. Уже далеко не лето, вот такой вот штанишник, шарфик. Манишка, но Куда деваться? Холодно. Ну и, конечно, пользуясь случаем, еще раз хотелось бы Романа поздравить с днем рождения. И, как полагается, любой праздник завершается салютом.